Дорогие друзья, добрый вечер. Только что приехал из Белоруссии, познакомился с белорусами, набрал много интересного материала. Буду об этом делать отдельные касты, но сегодня речь пойдет о Кавказе, об Ингушетии. Там самые интересные события. В Беларуси ничего не происходит, пока, слава богу, а вот на Кавказе происходят очень важные, очень интересные события. Там котел постепенно закипает. Итак, 9 часов тому назад я нашел на YouTube-канале Фортанга.орг обращение старейшин Ингушетии к Владимиру Владимировичу Путину. 9 часов назад 681 просмотр. Я не знаю, это материал свежий или нет. Он опубликован только что или это какая-то перезапись. Я этого материала никогда не видел, поэтому я считаю его такой условной сенсацией и хочу сделать по нему комментарий. Итак, значит, перед нами 6 старейшин Ингушетии, почтенные люди. Среди них есть очень старые люди, действительно старые, уже далеко за 80, и, видимо, у них большое влияние на ингушские тейпы и большой авторитет. Я так понимаю, что эти люди имеют гораздо больший авторитет на народ Ингушетии, чем глава Ингушетии Евкуров. Это мое предположение. Итак, значит, обращение состоит из двух компонентов. Это 2 просьбы и 2 ультиматума. Обратите внимание, впервые за все время Кавказ, и в частности Ингушетия, ставит в открытую, то есть именно в открытую, публично, в открытом пространстве ставит ультиматум не просто Москве, какой-то абстрактной виртуальной Москве, там какому-то правительству, а конкретно президенту, главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину, то есть лично Путину. Это обращение записано лично для Путина. В чем его смысл? Итак, первое, значит, о чем говорят старейшины. 10 лет правления Евкурова – это коррупция, это нищета и это очковтирательство. Так, значит, это деградация, отсутствие всякого развития, это воровство и это полное безразличие управляющего аппарата к народу Ингушетии. Полное безразличие. Вот в чем обвиняют Евкурова старейшины. Значит, согласно вот заявлениям старейшин, было собрано под этим заявлением, под этим обращением 50 тысяч подписей. Это для маленькой Ингушетии, где проживает 500 000 человек, то есть 500 тысяч человек. Это огромнейшая цифра, это каждый 10-й, это огромное количество людей подписались под этим обращением, этих старейшин. Вот. И заканчивается оно 2 просьбами и 2 ультиматумами. Просьбы, да, это вот обращение к президенту, а ультиматум это требование. То есть 2 требования, которые являются ультиматумами, по сути, потому что любое требование является ультиматумом. И означает следующее, что если ты, этот президент, не сделаешь то, что мы просим, а я сейчас расскажу, что просят ингушские старейшины, если ты этого президент не сделаешь, то мы не ручаемся за свой народ, за своих взрослых мужчин мы не ручаемся, за свою молодежь мы не ручаемся, мы пока их сдерживаем, еле-еле, чтобы они ничего не предпринимали такого, знаете, выходящего за рамки норм, закона и так далее, но мы их еле сдерживаем. И если ты, президент, не выполнишь наши требования, мы уже ручаться за наших мужчин, за нашу молодежь не сможем. Вот примерно что означают эти требования. Итак, сначала 2 просьбы. Просьба 1. Первое. Старейшины Ингушетии выражают недовольство и недоверие главе Ингушетии Евкурову и просят президента отправить его в отставку. А также они просят принять делегацию, чтобы лично Путин принял в Кремле делегацию от Ингушетии. Как я понимаю, примерно в таком же составе. То есть приедут старейшины беседовать лично с президентом. Они хотят побеседовать. И они об этом просят президента. И 2 ультиматума. Это были просьбы, а вот теперь 2 ультиматума. 2 требования. Это
отмена соглашения по новым границам с Чечней, согласно которым была передана значительная часть, 10-я часть территории Ингушетии и Чечни, из-за которого эти митинги 2,5 месяца и проходили в Магасе. То есть старейшины считают эту границу несправедливой, они отвечают за свои слова, у них есть подписи, они знают мнение народа и требуют это соглашение отменить, которое, кстати, было признано конституционным, которое было признано легитимным, верным Конституционным судом Российской Федерации. Не было признано Конституционным судом Ингушетии, поэтому здесь такая вот юридическая вилка. И второе, старейшины Ингушетии требуют, еще раз подчеркиваю, не просят, а требуют возврата к Ингушетии пригородного района, в котором до депортации 1944 года традиционно проживали ингуши. То есть они требуют, да, и мотивируют это тем, что Ингушетия самая маленькая республика в Российской Федерации и самая высокая плотность населения в Российской Федерации после городов федерального значения Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя. Ингушетия самая плотная, самая маленькая и самая плотная республика. И у этой самой маленькой и самой густонаселенной республики отбирают последние свободные земли. Вот такие вот два требования, такие два ультиматума. Еще раз говорю, что это впервые, когда в открытую общественная организация Национальной Республики ставит ультиматум лично президенту Путину. Это впервые. Это что-то вроде такого, знаете, уже открытого, ну не бунта, но открытого противостояния и последнего предупреждения Москве. Именно так я себе это все представляю. Но у меня есть один вопрос, который наиболее... Ответ на этот вопрос, от ответа на этот вопрос будет зависеть очень многое. Да? Вот я хочу его задать. Каким образом? Я пока не понимаю. Да? Я пока не понимаю логистики передачи этого заявления Путину. То есть, если это ультиматум, ну, вы представьте, да, как раньше, в старые времена, передавались сверительные грамоты, ультиматумы и так. Они передавались в письменном виде, или делалось устное заявление посла тому или иному царю, да. То есть было какое-то личное обращение. Здесь вот как это будет передаваться Путину, да, кто Путину это передаст. Вот. Или это должно быть помещено как-то на сайт администрации президента, или как-то еще, или где-то опубликовано в центральных изданиях, на центральных порталах, сайтах, на телеканалах. Но я не думаю, что это обращение кто-то посмеет опубликовать. Поэтому не факт, что он вообще дойдет до президента. А если и дойдет, то не факт, что президент отреагирует, потому что если ему эту верительную грамоту лично не вручили, то он как бы ее и не получал. И он как бы ее и не видел, и не читал, и может уже на это никак не реагировать. Вот этот вот момент очень важный, и он для меня непонятный. Что будет с Евкуровым? Вот. Я предполагаю, что вопрос о Евкурове уже можно не ставить, потому что вопрос о Евкурове уже решен. Я об этом делал отдельный ролик. Евкуров будет снят как человек, который себя скомпрометировал в республике, которого никто не поддерживает, и у которого очень низкий рейтинг. Его уберут, но его уберут не сразу, его уберут в пакете с другими губернаторами, как такая общая ротация. И, скорее всего, его уберут без обвинений, и его уберут без унижения. То есть, скорее всего, переведут на равноценную должность где-то в Совете Федерации или еще где-то, или, может быть, даже отправят на повышение, как это происходило в Севастополе, когда снимали губернатора Севастополя Меняйла. Вот его отправили на должность, как же это называется, полпред, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе. Официально это повышение, но неофициально это, конечно же, понижение, потому что должность губернатора и главы республики, ее статус выше, чем должность главы полпреда. Об этом знают все.
Итак, будем дальше следить за событиями, как отреагирует Москва, Путин, увидит ли он это, не увидит, примет ли он старейшин, не примет. Я не могу делать никаких прогнозов. Я бы, конечно, хотел, чтобы президент этих почтенных людей принял, выслушал и как-то на это отреагировал. Не обязательно все исполнил, как вот требует старейшин, но как-то хотя бы с ними поговорил, то есть уважил бы стариков. Вот я на это очень и очень рассчитываю. И последнее. В стране сегодня такая ситуация. То, что сегодня происходит в Ингушетии, происходит не только в Ингушетии, происходит во всех республиках, во всех субъектах федерации. Везде коррупция, везде претензии к власти. И во многих республиках эти претензии высказываются, во многих субъектах. Например, у нас в Севастополе тоже активно высказываются такого рода претензии и записываются такого рода видеообращения со стороны общественности с просьбой убрать действующего губернатора Овсянникова. Точно такая же ситуация в Севастополе. Поэтому мы все ждем пакетного решения по этим губернаторам, по Овсянникову, по Евкурову, по другим губернаторам, которые наиболее себя сильно скомпрометировали. И надеемся, что их уберут и что дадут нам избрать наших народных губернаторов, как в Ингушетии, так как в Севастополе, так и в других субъектах. Мы на это надеемся. Но как будет дальше, покажет время. Спасибо за внимание.